Башкорт дәүләт педагогия университетының Киев үҙәгендә үткән фәнни-гамәли симпозиум Киевҙең ижади күренеш икәнен тагыла бер тапкыр расланы. Ата-бабаларыбыҙҙан ҡалған бүләк башҡорт Киеве ул бөгөн дә уникаль художестволы күренеш була ала. Белый башкирский войлок. Этот войлок, который воспет в Курае, который в кубаирах башкирских воспет. И он наполнен запахом трав и степного раздолья, сохранил живительное тепло материнских рук и родного очага. Это, можно так сказать, молчаливый свидетель исторического прошлого башкирского народа. У нас у башкиров принято қара керосиннен эшләнгән киезгә төрүгә ауруларды. Киездин лечебное качество кишигә күрсәт. Именно черный войлок обладает более целебным качеством, чем белый. Цвет жир, содержащийся в шерсти, и цвет самой овцы, он тоже влияет на лечебные свойства, потому что вот этот жир, выделяющийся ланолин, и даже структура шерсти, она у каждой породы разная. И вот поэтому черный войлок, он, наверное, он более по структурным особенностям, он именно имеет больше цветных, может больше ланолина. То есть все зависит от породы овец и, соответственно, от толщины вот этой вот нити. У нас в институте есть этнограф Миневаева Заря Ибрагимовна, она изучает народную медицину башкир. Вот у нее как-то проскользнуло, у хайбулинских башкир, говорит, у кого аллергия, кладут, говорит, на войлок и, говорит, качают. И, говорит, аллергия проходит. Вот тоже интересно, да, я вот подробностей у нее не спрашивала, но вот запомнила вот это. Многие же сейчас мучаются аллергией. Киев баҫыу кешенең сәләмәтлеген ныҡыта, балаларҙа эшһөйәрлек тәрбиәләй, рәссамдарға ижад итергә ярҙам итә. 2014 йылдың март айында Өфө ҡалаһында Башҡорт художестволы Киеве рәссамдары 10-нчы мәртәбә йыйылды. Был фәнни-ғәмәли симпозиумды Башҡортостан халыҡ ижады үҙәге менән Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университеты ойошторҙо. Это лучшая база на сегодня из того, что существует у нас в республике. Но иначе быть не может, Талгат Хасанович, я вам просто хочу сказать, что мы от вас все равно не отстанем, никуда не денетесь. Это хорошо. Это школа Талгата Мусалимова. Вот эти все новые направления, технологии. И мне хотелось бы сказать, что безвкусного ни одного костюма не было. А липоватого ни одного костюма не было. И все именно вот совершенно другой гамме чем-то. Все несет именно наш национальный дух. Вот это прекрасно. Я просто хочу сказать большое спасибо, поклон вот этим людям, которые фанатики, безусловные фанатики. Вот. И думаю, что это имеет перспективу, я уверена в этом. И очень хочу, чтобы это все жило в нашем музее тоже. Спасибо большое всем. Башҡортостан халыҡ ижады үҙәгенең Урал галереяһы менән берлектә ойошторолған был семинарҙарҙа йәштәр башҡорт халҡының 1000 йыллыҡ кәсебе киев баҫыу традицияларын Әбйәлил районының оҫталарынан да өйрәнде. Что касается технологии валяния, мы работаем уже с фабричной шерстью, а у нее особенности какие? Она стирана, она очищена, она по-другому требует к себе отношения, чем простая деревенская овечья шерсть. Почему? Потому что у нее уже все вот особые свойства выстирано. Теперь нам объяснили так, чтобы качество войлока здесь зависит от раскладки, от правильной раскладки. Для валяния войлочной одежды нам нужна очень тонкая одежда, качественная, плотная, но тонкая. И она у нас бесшовно идет. Поэтому мы научились правильно раскладывать
А потом, после правильной раскладки, нужно даже дальше правильно валять. В первую очередь мы работаем через пупырчатую пленку, когда закрываем, а потом требуется работа только руками. То, что мы сейчас как раз занимаемся, только работа руками. Тогда войлок получится тонким, плотным и качественным. И она при правильной посадке может принять любую форму. Войлок получается самым качественным. Фәнни-гамәли симпозиумның төп максаты башкорт халкының мәшһүр кобаеры Урал батыр эпосының персонаждары өчен кәеф киемдәр иҗат итү. Мы с войлоком, как вот с видом одежды впервые сталкиваемся, мы привыкли к настенному такому войлоку в виде ковров. А сейчас уже освоив эту технологию, конечно, может родиться и какой-то еще очередной костюм. Это же можно в моду ввести. Действительно, так скажем, из какой-то полузабытой вещи он может превратиться в вполне современную одежду. Урал батыр Катил батша иленә бара. Уның халкын коллыктан коткара. Канһыз һәм хәйләкәр Катил батшаның тышкы кыяфәте уның эске куркаклыгын яшерә. Катил батшаның кызы алма биреп, кулдар арасыннан үзенә тиң егет хайларга яраткан кыз Уралга гашык була. Уны үзенең коткаручысы дип кабул итә. У нас 3 воплощения дочери Катилы, образы дочери Катилы. Такие эти земные, женственные, природные, натуральные, как бы естественно, красивые. Перед поездкой сюда я несколько раз прочитала эпос на башкирском, на русском языке. Почему? Потому что на башкирском одни эффекты получаются, на русском, может быть, какие-то моменты лучше понимаешь. Поэтому, конечно, я по приезду не знала, что нам будет снова образ змей. Но мы продолжаем образы змей, потому что прошлогодний образ у нас получился интересным, своеобразным. Образ змей Заркума. По эпосу он мужчина, а вот теперь его сопровождение должно быть 2 девушки-змеи. Они такие образы, так подводные, земноводные. В некоторых местах они могут быть и хамелеонами, превращаться могут быть в разных. Иногда одна змея превращается в девушку. Во время выкладки у нас получается, во время раскладки образ получается. Некоторые же сначала рисуют, цвета передают, а у нас вот получается, что во время раскладки шерсти образ из головы рождается. Так получается. Илик өлесейім менен, әсейім менен бит ауылда киіз хуқхақ, хәзіргі яңа технология менен үйренергә тип бик ынтылып килдик. Без Асия Султанна икәүләшеп эшләдек, кара йылан образын эшләргә тырыштык, оның төстәрен. Башкорт дәүләт педагогия университетының Киев үзәгендә йыелган рәссамнар үзләре яһаган эскизлар буенча
Һәрбер геройның уй-хистәрен, характерын, башынан үткәндәрен аңлаткан төстәрҙе, һыҙаттарҙы һайланы. Вот мы работаем по войлоку, да? С войлоком сейчас как бы работаем, по лоскуту как бы работаем отдельно, да? Вот очень близкие вещи, вот очередная, наверное, какая-то может быть задача, вот на размышление. Если, предположим, с металлом можно поженить, да? Со стеклом, там, с еще чем-то, но очень рядом где-то находится лоскут. Где-то очень-очень рядом. А сочетать, наверное, достаточно сложно. Вообще, может быть, даже задача на засыпку. Но вот смысл подумать, мне кажется, есть. Башкорт дәүләт педагогия университетының художество графика факультетында киев басу дәресләре 90-сы елларда ук башланды. Бында бөтен республикала билдәле киев үҙәге эшләй. Һәм киев басу ысулдарын өйрәнгән яшь рәссамдар шулай ук 2001 елдан башлап республиканың киев семинарҙарына ҡушыла. Это, с одной стороны, народное творчество, которое мы изучаем ежедневно. Это наша повседневность и инновационные проекты, которые вот благодаря преподавателям худграфа Башкирского государственного педуниверситета эти коллекции опираются на духовную культуру народа, на народные корни. И нужно это как можно больше пропагандировать. Рәссам киевселәр ил-йорттың тарихын, образларын сагылдырган картиналар иҗат итә. Һәм бүген башкорт киеве Башкортстанның бренды, милли байлыгы булып кала.